Дедушка, я скучаю по тебе. Как же ты пошел пожар тушить? Бабушка же сказала, не ходи на пожар. Мы за тебя переживали, а бабушка плакала. Мы тебя любим. Пока. Это послание, написанное детской рукой, трогает до слез. Его оставила на могиле своего деда маленькая девочка, в надежде, что письмо дойдет до адресата. Здесь, на кладбище села Серменево в Белорецком районе, похоронили 60-летнего Расуля Сафина. Мужчина погиб в ходе тушения горного лесного пожара, одного из сложнейших в истории Башкирии. Воду! Давай воду лопатой! Ух, пошло! Хребет Крака, Белорецкий район. Именно отсюда началось первое возгорание после удара молнии. На тушение пожара выдвинулись несколько волонтерских групп из окрестных деревень. И с ними работник котельной детского сада Расуль Сафин. Родные, будто предчувствуя беду, не хотели его отпускать. Все-таки возраст. Но мужчина не смог не откликнуться на призыв о помощи и поехал. Подъем к месту пожара на вершину горы оказался слишком тяжелым. Поднимались пешком порядка 7 километров. Это у нас заняло не менее 2 часов. Потому что рельеф сложный, лес густой. Там и молодым-то сложно было подниматься. Халим Галиастанов был в составе той же волонтерской группы. Он в числе первых поднялся на вершину и уже приступил к тушению огня, как вдруг услышал крики о помощи. Мы услышали крики. Прибежали и увидели, что он лежал уже на земле. Пытались оказать первую помощь, но уже было поздно, потому что я нащупал пульс, и уже пульса не было, и дыхания не было. Очевидцы рассказали, что на крутом подъеме пожилой мужчина почувствовал себя плохо. Присел, чтобы отдохнуть, и вскоре потерял сознание. Уже бездыханное тело волонтеры на носилках, сооруженных из веток, спустили вниз по склону и привезли обратно в деревню. Точную причину смерти мужчины сейчас устанавливают эксперты. Расуля Сафина наградили медалью за доблесть. Посмертно. Это лето войдет в историю Южного Урала рекордным количеством и масштабом лесных пожаров. Только в один из июльских дней на территории Башкирии одновременно вспыхнуло 17 очагов. О, пошло наверх. Опасная ситуация. Мы отступили на дорогу, и основной бой будет, похоже, здесь. Самый крупный огненный фронт развернулся в Бурзянском районе. Серьезно пострадала территория Башкирского государственного заповедника. Выгорело 2500 гектаров хвойного реликтового леса. Накануне пожара здесь 2 месяца стояла жара, аномальная для этих мест. Я впервые столкнулась с таким комплексом неблагоприятных условий. Метеостанция в долине реки зафиксировала на поверхности почвы 58,9 градусов температуры. Можете себе представить? Вода закипает при 70-80, а тут такая температура, плюс ветер. Пожаров подобного масштаба здесь не было с далекого 1975 года, вспоминает научный сотрудник заповедника Василия Яныбаева. Хотя в целом очаги в горных лесах явление нередкое, но обычно их удается быстро локализовать на небольшой площади. Для этого в арсенале заповедника есть своя пожарная машина и трактор. Однако на этот раз огонь вспыхнул сразу в 2 разных местах, и технику просто не успели перебросить на второй очаг. Все силы мужские были, и техника притянута к первому пожару. И когда узнали, что начинает разгораться второй пожар, мы собрали девичью команду и выехали. Девочки лопатами, с ранцами, да, останавливали огонь, не пускали. Причиной возгорания вновь стала так называемая сухая молния. Удалось даже найти и сфотографировать дерево, в которое она ударила. Сейчас мы находимся на горе Ситкыр, что в переводе означает «край степи». Примерно здесь и начался пожар. И отсюда же огонь двинулся по склону вниз в сторону деревни. Видно, что здесь пожар бушевал с особенной силой. Живые многовековые сосны выгорели практически полностью, а под ногами здесь только пепел. Остановить пожар сразу не удалось. Пламя перекинулось на горную степь и понеслось почти со скоростью ветра, который в эти дни достигал 24 метров в секунду. Местами огонь двигался быстрее бегущего человека, говорят работники заповедника. В таких условиях они едва не оказались в окружении стихии.
капкане чуть ли не оказались, да. Еле успели на технике выехать. Там же не видишь, дым, все в дыму было. Где огонь, где горит, где не горит, невозможно было узнавать. Работали мы днем и ночью, спать вообще времени не было. Максимум час, полчаса успевали спать. Когда стало ясно, что силами штатных сотрудников заповедника и лесхоза в этой войне не победить, на помощь позвали добровольцев. На призыв откликнулись более 500 человек со всей республики и даже из других регионов. В Бурзянском районе был объявлен режим ЧС. Залия Аль-Мухаметова в эти дни координировала работу оперативного штаба, который напоминал место боевых действий. Тяжелая техника проезжает туда-сюда, дым, такое было ощущение, как будто начинается война. Я вот даже, например, уходила домой и ощущаешь, как будто что ты там скрываешься, дома сидишь, а здесь это народ, значит, бегает, тушит этот пожар. Я вот дома не сидела, поэтому обратно сюда то приходила. Люди приезжали с Магнитогорска, Челябинска, с Уфы, Стерлитамак, Кумертау. Вроде они никакого отношения к Бурзянскому району не имеют. Но они приехали. Оказывается, есть люди, которые неравнодушны. Вот эта человеческая доброта, которая готова отозваться, помочь. Меня больше всего этот момент поразил. Ильгам Ишкинин собрал волонтерскую группу из жителей Бурзянского района. Им достался один из самых сложных участков. Огонь подступил вплотную к деревне Кулганино. И главной задачей было не пустить его к жилым домам. Пожар именно шел уже в сторону деревни. Вот с этого склона наша задача была именно вот в этой части удержать лесной пожар. Потому что до деревни осталось, может быть, даже километр расстояния. Главная преграда на пути огня – так называемая минерализованная полоса. Землю перепахивают техникой, останавливая низовой пожар. Но при этом пламя то и дело стремится перескочить через траншею по падающим сухим деревьям. Во время пожара вот так выгорает дерево, и в любой момент может упасть. Корни подгорают, и деревья падают. Мы то и дело слышим звук падающих деревьев. Я даже не представить себе не мог, что это так ужасно. А эти кадры снял известный блогер Олег Чагадаев. Он также участвовал в тушении лесного пожара в составе волонтерской группы, а еще помогал оценить обстановку с воздуха, поднимая квадрокоптер. Смотрите, огонь приближается. Я думаю, надо поторопиться. Большинство добровольцев были хорошо подготовлены и оказали огромную помощь, рассказывают работники заповедника. Люди привезли свои лопаты, огнетушители, умело орудовали бензопилами. Но были и те, кто словно не понимал, куда приехал. Буквально перед тобой вот 20-30 метровые, то есть деревья, просто которые вот вроде нормальные, здоровые, они просто валятся, да? Нет, там кто-то пытается там за телефон, там в Инстаграм, в сторис. Вода на этом пожаре оказалась почти бесполезной. Хвоя и особенно кусты можжевельника, наполненные эфирными маслами, вспыхивали гигантскими факелами. Мощный жар не подпускал ближе 15 метров. Именно такие вспышки часто приводят к верховому пожару, самому страшному, что может случиться в хвойном лесу. Как это выглядит, хорошо иллюстрируют кадры, снятые этим летом в Югре. Высочайшее пламя с огромной скоростью догоняет людей и пожарную машину. Все, погнали. В самом эпицентре в Бурзянском районе работала и съемочная группа телеканала БСТ. Сегодня мы вновь приехали сюда, чтобы оценить последствия крупнейшего пожара и понять, возможно ли восстановление местной уникальной флоры и фауны. Едем туда, где горело сильнее всего. Здесь очевидно, насколько труднодоступны горные пожары. Дорог нет в принципе. Едем по перепаханной траншее или просто по пепелищу. От невероятно крутых подъемов и спусков захватывает дух. Кажется, что даже вездеходный УАЗ вот-вот перевернется. Рисковать приходилось на УАЗике, по горам, по грязи. Ну, это вторая тайга, таежные места. Проходить очень трудно, проехать. В основном мы раньше на лошади тушили. Огонь раскрасил эти леса задолго до прихода осени. Рыжие проплешины на горах заметны издалека. А земля местами напоминает безжизненную лунную поверхность. По дороге находим обугленный кусок металла. Это все, что осталось от пограничного знака заповедника. Но мы удивлены. Спустя всего 2 недели сквозь пепел уже пробивается молодая трава. Вот даже у нас получается отчеток.
А цветок уже вырос, смотрите. Это такое растение, оно как бы немногочисленно, но тем не менее уже вырастает. У нас все восстанавливается. Я вообще сама удивлена. На территории заповедника числится более 19 видов редких растений и около 30 видов краснокнижных животных. Здесь обитает крупнейшая популяция моралов, благородных оленей, которых завезли с Алтая в 40-е годы. Огонь заставил зверей в спешке покидать обжитые места. Перед огнем шел волк. Оглядывался где-то метров 20, наверное, от огня. Оглядывался, смотрел на огонь и пару шагов делает, и опять оглядывается. Меня даже не заметил. Госинспектор Карим Фахреддинов показывает снимок волчат, которые вышли прямо к стоянке людей, тушивших пожар. Удалось записать и жуткий вой животных, потерявших дом и, возможно, кого-то из членов волчьей стаи. Шагнул прямо на волчонка, чуть не наступил. Волчонок вскочил, испугался. Особенно губительным огонь стал для небольших обитателей леса – зайцев, мышей, рептилий. Но сейчас жизнь на пепелище постепенно возрождается. Появились муравьи, бабочки, птицы обустраивают новые гнезда. Дорогу нам перешел осторожный глухарь. Возвращаются на свои места, видите, да? Вот крик, слышите? Это конюки. Я была свидетелем того, что косуля уже возвращалась, но, правда, что-то она так сильно недовольна, такие странные звуки издавала, недовольство, что, видимо, не узнавала свою тропу. В заповедник мы приехали снимать репортаж о том, как природа восстанавливается после крупнейшего лесного пожара. Но мы и представить не могли, что станем свидетелями нового возгорания. Сейчас мы находимся на его границе. Это опять-таки труднодоступная горная местность. И вот за этим возвышением сейчас работает спецтехника, и сотрудники заповедника пытаются локализовать этот новый очаг. Угроза новых возгораний будет сохраняться здесь еще достаточно долго. Пожары в хвойном горном лесу сравнивают с торфяными из-за смоляных корней, которые расположены близко к поверхности и могут, подобно фитилю, длительное время тлеть под землей между камней, а потом снова вспыхивать в неожиданных местах. Смотрите, подгорела корневая система. Она явно тлела под вот этим лесной подстилкой, да? Вот огонь обгорает, по корню бежит и может вылезти через 5, 10, даже 15 метров. Смотря, это потому что смолистый корень лежит внизу. Ну, как бы Бигфорду, ну, что ли, можно сказать. Нужно больше специализированной техники, говорят в заповеднике, чтобы не допустить повторения природной катастрофы. Если бы был бы трактор помощнее, с большой лопатой, уже проблем было бы намного меньше. Одна пожарная машина на весь заповедник, и когда сильно горела, машина там не могла освободиться. А здесь ребята без пожарной машины на самый высокий город таскали воду ранцевыми опрыскивателями. Да, действительно, техника нужна, потому что бывает несколько мест пожаров, надо усиливать деревни Кулганинов. У них здесь техника нет, кроме ранцев и лопат больше ничего нет. Все силы переводим на левый фланг пожара. Все силы переводим на левый фланг пожара. Для мониторинга пожарной обстановки Минлесхоз закупил 4 беспилотных комплекса с тепловизорами. Старший летчик-наблюдатель Урал Риянов прежде летал на больших Ан-2. Теперь осваивает дистанционное управление этим маленьким пожарным разведчиком. Прибор ночного видения ставится у нас вот вместе с камерой. Когда уже затемнение начинается, включается тепловизор. Стоя на земле, мы реально не видим всю обстановку, а запуская уже сверху, можем увидеть направление огня, куда движется, есть ли естественные преграды. Ущерб, нанесенный природе Южного Урала, этим летом исчисляется миллионами рублей. Но он мог быть гораздо больше, если бы не самоотверженность людей, добровольцев, которые работали на линии огня, рисковали жизнью и все-таки отстояли лес в этой схватке с огненной стихией. Зачем ты сюда приехал волонтером? У меня 3 детей. Через 10 лет они соберутся сюда приехать. А тут ничего не осталось. Голые леса. Они спросят меня: папа, почему здесь голые леса? Я сказал: лес сгорел. Они меня спросят: папа, почему ты не тушил? Что я им отвечу?